Есть реальная угроза причинения не только вреда здоровью, но и жизни, поскольку она в Чечне подвергалась насилию со стороны своих родственников, в частности отца, постоянным избиениям, что стало, в принципе, и основанием для того, чтобы она сбежала из Чечни. Hai adres hadis şu. Evet. Hamisha yüde o kudar Moldova, Moskva ara kudar aydıltı arada kılıyor mu bu? Сегодня 30 сентября, я Мусаева Эльза Муслим, 2001 года рождения. Прошу прекратить любые розыскные мероприятия, связанные со мной. Юка. 3:20 утра. Сразу говорю, я не убегала из дома из-за того, что меня селили джинны или что-то из этого разряда. Причина была более весомой, и я думаю, многие люди догадываются, что девочка из отчего дома убегать без весомой на то причины не будет, а она у меня была. Это касалось вопроса относительно моей жизни и смерти. Еще раз прошу, прекратите любые розыскные мероприятия. Я сейчас нахожусь в безопасном месте, тут спокойно, все со мной хорошо. Суть в том, что 5 октября 2023 года я добровольно покинула дом, который принадлежит моим родителям, располагается по адресу моей регистрации, поскольку между нами, поскольку меня фактически удерживали там насильно на протяжении последних 7 лет. У меня был отнят паспорт, мои передвижения ограничивались. Я вот сейчас, сами понимаете, что у вас дома в окружении ваших родственников и родственниц. Моя жизнь, жизнь моих родственников под угрозой. Я ушла из дома, потому что стала терпеть побои, оскорбления и унижения со стороны своей семьи. Я не хочу жить в том доме, где меня не любят и не уважают. Надо понимать, что история выходит в публичное поле только тогда, когда это история не очень удачного побега. Либо девушку задерживают, либо ее начинают преследовать очень активно, как Фатиму Зурабову, нарушая ее права, либо угрожают правозащитникам, которые помогали, как в случае с Мариной Индиевой. И большинство же случаев, большинство историй проходят тихо. Это удачные эвакуации, когда нет необходимости историю освещать. Ни одна из девушек пока не желала расправы с родственниками, не желала огласки своей истории. Они хотели только одного, чтобы их оставили в покое. Обращений очень много, и их делается с каждым днем все больше и больше. За последний месяц у нас просто какой-то обвал обращений. А за год, если считать с начала января 2023 года, то мы эвакуировали 26 человек. Но в некоторых случаях это женщины с детьми, которые бежали либо от риска отъема этих детей после развода, либо от очень тяжелого домашнего насилия, когда их избивали мужья, а родственники не желали вступаться за них.